Удачный урожай собрали сотрудники национального парка Кайгородский с фотоловушек. Всего их в парке установлено 10. Они помогают отслеживать нелегальных туристов, а еще наблюдать за животными. И если раньше главными звездами экрана становились медведи и лоси, то в этот раз в кадр попали всегда осторожные росомаха и рысь. Виктория Палкина одной из первых увидела уникальные кадры. Всего несколько секунд, и рысь исчезает в темноте. Именно этот кадр больше всего порадовал сотрудников нацпарка. Сегодня по всей территории заповедника установлено больше 10 фотоловушек. Но поймать в них большую хищную кошку – это настоящее везение. Фотоловушки установлены на подъездных путях к национальному парку с целью выявления нарушений правил пребывания на особо охраняемой территории. С этой же целью фотоловушки установлены на туристических стоянках парка. Для определения видового разнообразия животного мира ведется фото-видеофиксация в местах их наиболее вероятного обитания. Звери попадаются, нарушителей нет. Пока нацпарк закрыт для туристов, а потому именно кадры из фотоловушек помогают сотрудникам рассказать о флоре и фауне заповедника жителям Коми. Записи с фотоловушек активно используются для экопросветительской работы. Это и публикации в группе национального парка в соцсетях, но также использование на экологических уроках. Детям очень нравится наблюдать за обитателями парка в естественной среде их обитания. Но не только детям, и взрослым. Это вообще вызывает огромный интерес у любой публики. Поэтому кадры с фотоловушек были использованы в первом фильме о национальном парке Кайгородский. Чувствительность у фотоловушек высокая, реагируют они даже на незначительные движения. В нацпарке подумывают о том, чтобы поискать новые места для них. Заповедник еще молодой, и сотрудники только изучают звериные тропы. В этом году здесь планируют запустить первый туристический сезон. И скрытые камеры очень пригодятся как раз для контроля нелегальных путешественников. Виктория Палкина, телеканал Юрган, Кайгородский район.